Предисловие. Друзья, цель данной работы – не возвысить какой-либо тайп или тукхум, цель работы – история, повествование и сохранение исторического пути и наследия чеченцев. Все мы равны. К примеру, военный историк Бларамберг, описывая чеченцев, все тайпы и тукхумы, писал: чеченцы – самые жестокие и дикие племена на Кавказе. Они воинственны еще более, чем лезгины. Наши войска никогда не могли покорить эти свирепые племена, несмотря на многочисленные экспедиции, предпринятые против них, и опустошения, которым неоднократно подвергались их земли. Чтобы удержать их в узде, генерал Ермолов учредил новую военную линию, укрепленную крепостями, главная из которых – Грозная, на левом берегу Сунжи. Но несмотря на эти меры, чеченцы не прекратили нарушения наших границ и набеги. Источник – книга Иоганн Бларамберг. Историческое, топографическое, статистическое, этнографическое и военное описание Кавказа. Чеченский историка. Сулейманов писал: по долине Шаройн-Арга имелись следующие укрепления и военные поселения: Парс-Мащит, Сандаха-Отборный, Кибасара-Баф, Ворот-Склона-Башня, Кибаса-Ворот-Склон, Кисала-резервные тыловые войска, гарнизон, Чуртоги и внутренняя долина с замковым укреплением Шикара, Шора, с мощным замковым укреплением, Па-Над-Эл. Б. Шаро-Аргуна, Сарбала-Гордый и Лашкара группа войск, резервный гарнизон и немного ниже по течению Шаро-Аргуна, Буказий-Багас, Ворота и дальше, Зазаргание, Улускерт, где проживали воинственные вашандаройцы. Источник, книга А. Сулейманов. Топонимия Чечни. 1997 год. Вашандарой – это чеченский тайп чеченского тукхума шуотой. Также название Вашандарой, Важдарой, Ваштарой, Ваштархой. Экзоэтнонимы шатоевцеев Шубуты, Шибуты, Шубухи, Тшансеи. Турецкий офицер Гусейн Эфенди, волей судьбы оказавшийся среди чеченцев, не скрывая своего изумления и восхищения, в своих мемуарах писал: горцы, воюя с русскими, имеется в виду с царскими войсками, стоят беспрерывно в боях, не получая ни денег, ни продовольствия, ничего в буквальном смысле. Я боюсь Аллаха не сказать правды, что горцы, в особенности шатоевцы, стоят много. Им не страшен ни враг, ни мороз, ни бедность, по первому моему клику выступают в поход. Если мы их не поблагодарим, то Аллах их поблагодарит. Я турок, но они чеченцы и за веру стоящие. Смело скажу, не видел ничего подобного. От горцев никогда не оторвусь. Источник, журнал «Полюс» номер 2, 10 мая, 2000 год, Азербайджан. Статья кандидата исторических наук, историка Гаиушева «Рыцарство и героизм маджахедов в борьбе за независимость народов Северного Кавказа». Стоит также отметить, что эта война была политической, а не противостоянием наций. Известно, что часть собственно самих русских, недовольная царской политикой, уходила на сторону горцев в Имамат-Шамиле, они также сражались с царскими войсками. Было и такое. Тукхум шуотой включает чеченские тайпы Варандой, Вашандарой, Гатой, Келой, Мяршлой, Лишкарой, Нихалой, Саной, Сатой, Сербалой, Пхантой, Тумсой, Халгий, Хакой. По некоторым преданиям вашандароевцеев в древние времена раньше они назывались Салой. Сегодня это тайп Акинцеев, Ауховцеев, Тукхума, Авхой. Правда, есть и вашандароевцы, которые говорят, что все наоборот, что это сами Салы происходят от Ваштарой. Также по общевашандароевским преданиям известно, что у вашандароевцеев хорошие связи с чеченцами Акинцеами и чеченцами Орстхаевцеами. Теперь перейдем более подробно к истории вашандароевцеев. Сайт представителей тайпа Вашандарой сообщает следующее: рассказал Юнус Осмаев из Дуба-Юрта. Родился в селе Вашандарой в 1845 году, прожил больше, чем 125 лет. В далекие времена, до нашествия монголов, как рассказывали наши предки, а им их предки, так как наша история постоянно подвергалась стиранию, наши предки умудрялись передавать историю из поколения в поколение. Стоял город Сала где-то между нынешними Германчуком и Джалкой. Точное место не сохранилось, жило в нем очень много достойных людей.
Со слов моих предков, эти салой по тем временам собирались в большие военизированные отряды и ходили набегами на север, запад, юг и восток, и всегда возвращались оттуда с богатой добычей: скот, табун лошадей, золото и серебро. И когда они каждый раз возвращались обратно, останавливались на каждом встречном селе, вызывали старейшину и спрашивали, есть ли в его селе люди обездоленные, которым нужна помощь, и если такие люди находились, то они им давали кому корову, а кому лошадь и так далее. За честный и справедливый нрав и поведение их люди называли салой элей, а всю оставшуюся добычу они делили между собой по прибытию домой. Люди их уважали за честность, прямолинейность и за добрый нрав. Так жили они до нашествия монголов. Вот тут все кардинально поменялось, нохчи еще никогда не видели столь многочисленное войско. По коварству монголы перешагнули всех завоевателей. Поток беженцев был очень большой, и все люди, которые жили в низовьях, ушли в горы. Например, наши предки в то время салой ушли в Аргунское ущелье Волчьи ворота, так как это ущелье нас издревле защищало от больших войск врага. Этот враг был очень сильным и многочисленным, и салой, как все другие тайпы и тукхумы, отступили в Аргунское ущелье, в надежде, что там переждут, пока монголы не уйдут. Но монголы пробыли в Чечне, по ихним рассказам, около 120 лет. На окраине нынешнего Дуба-Юрта, говорят, в какое-то время стоял даже и сам Тамерлан Хромой Тимур. Когда все нохчи поняли, что монголы остались здесь на равнине надолго, то начали осваивать те горные районы, где они остановились. Салой начали осваивать район Улус-Керта. В районе от нынешних Улус-Керта до Дуба-Юрта они основали около 10 сел. Далее во всех направлениях велось отчаянное сопротивление против монгольских захватчиков. Но силы были 1 к 1000, поэтому нохчи договорились между собой, что нужно держать одну оборону и действовать тактикой налет-отход. Таким местом для постоянных набегов они выбрали Аргунское ущелье Волчьи ворота, так как там салы и другие, которые с ними отступили в горные районы, вели успешные операции против захватчиков. Аргунское ущелье Волчьи ворота сам по себе стратегически удобный театр военных действий. Местным здесь ориентироваться удобно, а для захватчика это встреча-пристанище смерти, так как кругом высокие горы, узкие тропы, а внизу бурлящая, как кровь истинного нохчи, река Аргун. Когда со всех гор от ножа Юрта до территории современной Ингушетии, кто мог дать отпор врагу, прибыли в район Улус-Керта, то они увидели салой, которые не растерялись из-за нашествия врага, а жили дружно вместе и делились между собой последним куском вяленого мяса и кукурузной лепешкой. Любую добычу, которую они приносили в свой стан, делили всем поровну между собой. Увидев такую картину щедрости среди общины салой, люди начали называть этих «вашин-дарой», что можно перевести как «дарующий брату» или «братство». Так и осталось это имя со временем у нас. Так объясняли старики. Раньше были салой, а после монголов и Тамерлана, потихоньку люди назвали нас «вашин-дарой». И с течением многих веков, произношение этого слова упрощали, произнося «вашдарой», а затем и «ваштарой». Источник – сайт «Вашандарой Тайпан сайт». Публикация – Салой Элей. Юнус Асмаев. Сайт Тайпа Вашандарой также сообщает отрывок из рассказ Кумыка о кумыках. Д.М. Шихалев. 2012 год. В горах же, прилегающих к Андреевскому округу, к западу от Сулака были известны 3 народа. 1. Гуэны, вышедшие из отдаленного Нагорного Нашахойского общества, в верховьях левого притока Аргуна, называемого Чинтом. Они имели свой аул на неприступной скале у нынешних Миятлов и занимались полевыми работами на левом берегу Сулака, при выходе оного из гор. Сейчас они, подобно тюменам, составляют в Андрееве особый квартал и находятся в родстве с известной в Чечне фамилией Гунай. 2. Сала, или Салатавцеи, предки нынешних кумыкских салаузденей, вышедшие из находящейся за Гумбетовским хребтом деревни Реконы, жили при реке Салася, впадающей в Акташ. Они считаются в родстве с ауховцами и принадлежат к вашандроевской фамилии. Подобно тюменам и гуэнам, сала составляют сейчас в Андрееве особый квартал. 3. Ауховцы заключались в одном дворе юрт Аухе. Все эти 3 народа, гуэны, салы и ауховцы, имели от себя жителей и на урочище Эндрей, нынешний Андреев, где каждый из них имел свой участок земли и владел вырубленными и вычищенными в окрестных лесах полянами. Гуэны, салы и ауховцы иногда ссорились между собой.
Видимо, речь идет про межтайповые недопонимания в древности, что у чеченцев раньше происходило как обычное явление. Источник Вашандарой Тайпан сайт. Статья отрывок из рассказ Кумыка о кумыках. Д. М. Шихалиев. 2012 год. Сайт Тайпа Вашандарой также сообщает, в конце января 1858 года был уничтожен чеченский аул Дачу-Барзой, основателями и жителями которого являются представители Тайпа Ваштарой Вашандарой. Вместе с самим селом были уничтожены и стоявшие на страже этого одного из крупнейших и богатейших чеченских аулов башни. В течение более чем полугода боев за Аргунское ущелье были сожжены и уничтожены многочисленные аулы и хутора Ваштарой и Варандой, каток огромной армии Российской империи прошелся теперь в свою очередь и по их селениям. Источник Вашандарой Тайпан сайт. Публикация «Возрождение истории». С. Демилханов. Сайт Тайпа Вашандарой также сообщает, многие представители нашего Тайпа Ваштарой слышали от стариков о родстве Ваштарой с Акинцеами, а некоторые – с Орстхой. Генетические исследования, проведенные Техасской лабораторией FTDNA, показали мое генетическое родство с Акинцеем 400 лет и Орстхой-ФЦем 600 лет назад. Это означает, что еще в 15-17 веках у Акинцеев, Орстхой, Ваштарой были общие предки. Источник Вашандарой Тайпан сайт. Публикация о родстве Ваштарой с Акинцеами и Орстхой. Военный историк и участник событий Большой Кавказской войны Н. Волконский описывает сражение Ваштарой против царских войск. Н. Волконский, конечно, само собой, не сильно хвалит чеченцев, своих врагов, пытаясь иногда немного, так сказать, кольнуть словцом, но даже и сам он же писал, что чеченцы дрались решительно и в целом описывает интересные события того времени. Н. Волконский в своей книге описывает столкновение царских войск с селениями Вашандароев-Цеев. Они сопровождались частыми перестрелками, где погибали и те, и другие. Давайте вкратце прочтем некоторые отрывки. Мы будем добавлять иногда и свои комментарии для более ясной картины того, о чем писал Волконский. Николай Антонович Волконский, русский офицер и военный историк, пишет в книге своей следующее. В ночь с 17 на 18 января мы узнали, что явился Казим Агома. С 2 полевыми орудиями и 17 сотнями тавлин Цеев он занял аулы, лежавшие вблизи нас по Шару-Аргуну, Чалги-Эрзао на левом берегу, Улус-Керты, Дутин и Измаил-Юрт на правом берегу, учредив свою резиденцию в последнем из них. С минуты его появления горцы стали беспокойнее и предметом своих действий избрали колонну генерал-майора Кимпферта, не забывая, впрочем, изредка и главных сил отряда, занятых исключительно возведением укрепления, рубкой у леса, устройством переправы на Чанте-Аргуни и прочими подобными работами. Каждый день, с наступлением сумерек, взбирались они по косогорам, большей частью незаметно для нас, артиллерия открывала свой огонь, к огорчению ее вовсе не убийственный и не вредный для нас. А чуть только ночь спускалась совсем на землю, там и сям, конечно, в цепях раздавались ружейные выстрелы. Нужно было оборвать эти тревоги, оттеснить неприятеля, который хотя и не приносил нам существенного вреда, но зачастую не давал спокойно спать, заставляя стоять под ружьем те или другие роты. И вот 3 февраля генерал Евдокимов предпринял нечто вроде рекогносцировки к аулу Чалги-Эразу. Составив колонну из 2 батальонов пехоты, 4 сотен казаков и 6 орудий, он верил ее полковнику Старице Кому. Движение было недальнее, версты 2-3 и только. Едва только эта колонна подошла к аулу на орудийный выстрел и пустила в него 4 или 5 картечных зарядов, горцы, не сопротивляясь, бросили Чалги-Эрзао и перекинулись на правый берег Аргуна. Там они соединились с теми, которые повыскакивали из аулов Дутина и Улус-Керты и стали как бы строиться в боевые порядки, вероятно, ожидая нашего наступления. Командующий войсками, не разочаровывая их в ожиданиях, послал пехоту разорять аул Чалги-Эрзао. Сам же с конницей занялся исследованием и изучением окрестностей, а из отряда потребовать дивизион батарейной батареи. Через 3/4 часа орудия явились, остановились по сию сторону Аргуна и салютовали горцев, на первый раз залпом, а потом повзводно. Бой был неравен, горцы бросили в ответ нашему батарейному дивизиону 3-4 ядра и исчезли. Тем временем Чалги-Эрзао пылал со всех концов. Колонна возвратилась в лагерь.
Ночь и последующий затем день мы спали спокойно, и ни одна пуля не прорезала широкого пламени множества костров, на которые солдаты вовсе не скупились, потому что дрова доставались очень дешево. Но одним Чалги-Ирзау удовлетвориться было нельзя. Нам нужно было столько же все течение Шаро-Аргуна, сколько и окончательное очищение его берегов до крайних по возможности пределов. 5 февраля следовало порешить с остальными аулами, Улус-Керты, Измаил-Юртом, Дутеном. Это были аулы обширные, видимо богатые и более или менее, конечно, сравнительно или относительно, хорошо отстроенные. В указанный день к этим аулам двинулись две колонны, правая под начальством генерал-майора Кемпферта в составе 6 батальонов пехоты, 2 дивизионов драгун, 3,5 сотен казаков, 12 орудий разного рода и калибра и милиции. Эта колонна, переправившись вброд через Шаро-Аргун, двинулась на аулы с фронта. Левая же колонна, под командой генерал-майора Рудановского, в составе 5 батальонов пехоты, 4 орудий и полсотни казаков, пошла правым берегом реки с намерением отрезать отступление неприятеля. Более выгодным для горцев, по местному положению, был аул Улус-Керты. Вследствие этого они оставили нам без боя Дутин и Измаил-Юрт и сосредоточились в первом ауле, открыв по передовым войскам колонны генерала Кемпферта беглый ружейный огонь. Им отвечали картечью, но, невзирая на это, упрямые тавлинцы продолжали держаться стойко. Признав совершенно лишним состязаться с горцами в бесполезной стрельбе и вследствие этого прекратив орудийную пальбу, генерал Кемпферт приказал первому батальону Навагинского полка взять аул штурмом. Дело было нелегкое, потому что Улус-Керты был разбросан на небольших и лесистых холмах, окружен разными балками, наполненными снегом выше пояса, и по положению своих скал представлял отличную перекрестную оборону. Барабан коротко пробил сигнал наступления, и роты одна за другою почти в рассыпную бросились, как будто спешили на званый обед, куда опоздать было неловко. Сколько мне не случалось следить во время наших штурмов за действиями неприятеля, всегда я убеждался, что он выжидал первого удара и давал первый отпор для того, чтобы ближе, так сказать, всмотреться в штурмующую колонну, то есть видеть, какой полк штурмует данное место, кавказский или русский. Если кавказский, то какие это кавказцы, навагинцы или куринцы, или под каким влиянием, в каком настроении, при каких условиях местности происходит штурм, какие офицеры идут во главе штурмовой колонны и так далее. И если все или некоторые обстоятельства служили в пользу горцев, они дрались молодцами, уступая лишь шаг за шагом, но если, по их мнению, дело было дрянь, они после первого отпора благоразумно ретировались. Так было и теперь. Горцы увидели, что на них летят их старые знакомые, кавказцы, для которых балки, овраги, снег, все пустяки, и летят они соколом. Нечего делать. Прекратив стрельбу, тавлинцы, не ожидая ни ободрений, ни особых приказаний своего военачальника, бросили Улус-Керты. Отступление их было так быстро, что генерал-майор Рудановский не успел им его отрезать. Ускользнуть же вполне от Рудановского было невозможно, потому что черное войско почти нарезалось на нашу левую колонну. При этом быстром движении отступавшего неприятеля Рудановский посторонился несколько вправо, занял высоты Шамберды и почти сквозь строй пропустил мимо себя воинов имама. Они не бежали молча, пальба с их стороны гремела неумолкаемо до тех пор, пока едва мелькали вдали их черные бурки, и когда артиллерийский огонь на дальнюю дистанцию заменил собою наши ружейные выстрелы. Удирая кто во что гораст, горцы на лету подхватывали своих раненых и убитых. Наконец стало тихо, и генерал Евдокимов, проезжая среди пылавших саклей Улус-Керты, представьте себе, даже улыбнулся. В течение всего времени со дня окончательного взятия Аргунского ущелья, значит 17 января до 5 февраля включительно, потери наши были невелики, убито 5 нижних чинов, ранены 1 офицер и 27 нижних чинов, включая сюда казаков и милиционеров, да кроме того ранены 2 или 3 артиллерийские лошади. Итак, главная местность по Шаро-Аргуну была в наших руках, открывая нам беспрепятственное движение вглубь Черных гор, покрытых заповедным и непроходимым лесом. Спустя несколько дней, командование колонной генерал-майора Рудановского верено было полковнику Алтухову.
Хотя горцы, как нам было известно, удалились в ущелье реки Баса и несколько дней оставались там в бездействии, но подкрепленные Шамилем, который им наслал несколько своих наибов, отдохнув от последнего поражения, опять начали нас беспокоить. Ввиду этого полковнику Алтухову приказано было продвинуться к занятому царскими войсками на тот момент Измаил-юрту, чтобы прикрыть собою отряд. Откуда ни возьмись, явилась половина отряда Казимагомы, видимо там были чеченцы Вашандара и подмога Шамиля, заняв высоты, окружавшие Измаил-юрт. Но это, конечно, не помешало наступавшей колонне Алтухова. 2 стрелковые роты в полчаса сбили неприятеля со всех пунктов, без всякого для себя урона, и затем колонна расположилась у Измаил-юрта. До конца февраля мы стояли на своих местах довольно спокойно, без особенных тревог спали, ели и пили исправно. Генерал Евдокимов признал необходимым проложить себе путь из Аргунского ущелья в тыл Большой Чечни. Каким-то образом он осведомился, что одна из крайних и весьма важных высот Черногории, именуемая Даргин-Дуг, одна из родовых гор Вашандар-Ицеев, как раз примыкает к ущельям Большой Чечни с той стороны, которая для него служила разрешением предвзятой им задачи. Там вдали перед нами восстает Даргин-Дуг. Глазам видно, да ногам обидно. Поговаривают солдаты. И восстает перед нами этот гигант 6000 футов роста, с ног до головы покрытый столетними чинарами. По узкой тропе, хватаясь за поваленные деревья, арьергард начал взбираться на крутизну. Горцы спохватились только тогда, когда первый эшелон занял Даргин-Дуг. Те из них, которые в состоянии были подоспеть к месту следования отряда, обрушились на арьергард, и этим объясняется та перестрелка, где пришлось употребить в дело орудие, стоившее нам, впрочем, одного раненого рядового. Отбитые от арьергарда, они рассеялись. В это время они случайно наткнулись на командующего войсками, который атаковал их так быстро, что они, обратившись в полнейшее бегство, не успели даже захватить имущество, оставшееся в хуторах. При этой атаке был ранен 1 милиционер и 1 лошадь. Когда арьергард отряда прибыл к Даргин-Дугу, он остановился на нижнем уступе горы, потому что в дальнейшем восхождении и надобности не было, да и вполне невозможным уж оно представлялось. Ноги отказывались служить, существо человека как бы более не существовало. Когда стремления и цели генерала Евдокимова по отношению к Даргин-Дугу были удовлетворены, он возымел намерение свое отступление с Даргин-Дуга завершить разорением ближайших аулов, еще доселе нетронутых, по течению речки Вашиндара и реки Чанте-Аргуна. 29 марта, верив колонну из 4 батальонов пехоты и 2 горных орудий командиру Тенгинского полка полковнику Баженову, командующий войсками приказал ему разгромить и уничтожить расположенные по течению указанных выше рек аулы, Шарихаты и Вашиндарой. Тут было последнее убежище местных жителей, и они вовсе не намерены были уступить его без боя. Едва только колонна подошла к первому из этих аулов, как ее встретил беглый ружейный огонь нескольких сот винтовок. Обстреляв наскоро аул картечью и видя, что горцы не покидают саклей, которые их все-таки защищали от выстрелов, полковник Баженов приказал ударить в наступление. Так как местность была относительно открытая, один из батальонов в сомкнутом строе беглым шагом кинулся в аул. Горцы оставили сакли, но, оставляя их, пользовались каждым прикрытием, чтобы нанести нам хоть какой-нибудь вред. Наконец, сила сломила солому, аул очищен и запылал со всех сторон. Та же участь, спустя несколько часов, постигла и аула Вашиндарой. До 29 марта во всех делах и перестрелках на Даргин-Дуге у нас было 2 убитых, 11 раненых рядовых и 1 раненый милиционер. 29 же марта выбыло из строя 1 раненый офицер, 3 убитых и 9 раненых нижних чинов. Потеря весьма значительная в течение одних суток и при взятии лишь 2 аулов. Из нее усматривается, что горцы дрались решительно. Их потеря, к сожалению, осталась для нас неизвестную, да и мало кто заботился о ней. Источник: книга Н. Волконский, 1858 год в Чечне. Книгу также можно найти в издании «Кавказский сборник», издаваемый по указанию его императорского высочества главнокомандующего Кавказской армией, с уникальными свидетельствами о долгой Кавказской войне. Напишите в поиске «Кавказский сборник», том 3, Тифлис, 1879 год. Книга Н. Волконский, 1858 год в Чечне. Страница 418.
Как видно, вашандароевцы упрямо вступали в перестрелки, вели боевые действия против царских войск, не отступали без боя, несмотря на потери и сложность ситуации. Есть также ваштаройские предания про селение Мурцей-Эвел, оно было уничтожено в период Большой Кавказской войны, там произошли жестокие бои с царскими войсками, селение находилось примерно рядом с Дутин. В Мурцей-Эвел и в окрестных селах жили в основном ваштаройцы и другие чеченцы. Не только тайп ваштарой, но они преобладали. Сайт тайпа Вашандарой также сообщает, история сожжения Мурцей-Эвла 6 марта 1847 года, а не дуба юрта, как говорил в своих мемуарах прапорщик Полторацикий. Бой в Мурцей-Эвла. Этот рассказ пойдет о Чечне и истории наших предков, которые принимали непосредственное участие в обороне и защите своей родины. Написанием данной статьи мы преследовали лишь одну цель – сохранение и передача потомкам славных геройских подвигов их предков, потому что как в использованной нами исторической, так и в современной литературе мы все чаще встречаем пренебрежительное и негативное освещение истории и роли самих чеченцев. Поэтому мы решили записать еще одну историю, услышанную нами от наших отцов и дедов, рассказанных им их отцами и дедами для сохранения в истории народа и для формирования самобытности нации. В своей книге «Кавказская война» в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях военный историк Пота Василий Александрович описывает Чечню следующим образом. Чечнёю называется обширная страна, расположенная в неопределенных границах, которые приблизительно совпадают на севере с Тереком и Качкалыковским горным кряжем, отделяющим ее от Кумыкской степи на востоке с рекой Акташем, за которой уже собственно начинается Дагестан на юге с Андийским и главным Кавказским хребтами и на западе с верхним течением Терека и Малой Кабардою. Эта малодоступная страна лежала первой на пути распространения русского владычества не потому только, что она приходилась ближайшую к русским владениям, с которыми не могла не сталкиваться постоянно. И только покорив Чечню, можно было рассчитывать принудить к покорности и мирной гражданской жизни горные народы восточной полосы Кавказа. Писал Пота. Мурцей-Эвел было полуразрушенным селом из-за постоянных боестолкновений с царской армией, которые расположились в устье выхода из Аргунского ущелья Волчьи ворота в районе села Чехкир. Мурцей-Эвел лежал по правую сторону в стыке реки Ваштар и Шарой-Аргуна с юга на север под горой Личинкорт в труднодоступном месте. Оттуда хорошо были видны села Улус-Керт и дачи Барза и в то время сожженное царскими солдатами село Дутин. Так как в Дутин никто не жил после длительных боев в 1830-1840 годах, чеченцы основали свою военную передовую базу в Мурцей-Эвел для проведения военных операций против царских захватчиков. Это было стратегически удобное село, и этим они не подвергали мирных жителей к опасности. В этом селе был большой гарнизон из 500 сабель чеченского сопротивления во главе Дубы Вашандараевского и Тайпа Чинхой, и там же были сыновья Чимки Вашандараевского. Туда входили все тайпы, которые жили в этом направлении и которые хотели вместе с Дубой прогнать царских захватчиков с нашей земли. Все горские села сконцентрировались на это село. Все помогали Дубе как могли, кто мясо вяленое приносил, кто одежду. Внизу в Большой Чечне у них была очень хорошая поддержка из селений Атаги, Гайты и других. Они докладывали о передвижениях крупных сил врага, помогали амуницией и оружием и даже делали частичные нападения на малые силы царских захватчиков. Все у Дубы Вашандараевского было налажено как у опытного военачальника. Дуба Вашандароевский, наиб округа в Малой Чечне, а также в 1843 году возглавлял Вашандароевский округ вилает с горными и предгорными аулами Большой и Малой Чечни, Дуба, Юрт, Улус-Керт, Вождарчу, Зазаргане, Дутин, Мурцей-Ойл, дачу Барза и другими, а затем и аулами, расположенными между реками Аргун, Мартан и главной дорогой из Атаги в Урус-Мартан. Пота писал, топографически Чечня распадается на две весьма отличные друг от друга части: южную, Нагорную, и северную, плоскую, обе одинаково покрытые вековыми лесами. За Сунжою начинается безгранично господствующие леса. Равнина, питающая их, слегка покатая от гор к северу, орошается многочисленными и многоводными, почти параллельными притоками Сунжи, из которых быстрая Гойта делит всю местность на две почти равные части, известные под именем Большой Восточной и Малой Западной Чечни.
Несмотря на непрерывные усилия России по вырубке леса, ставшим приютом и убежищем для чеченцев в их борьбе от колонизаторов, Южная Нагорная Чечня все еще сохраняет свою вековую физиономию. Вершины и склоны гор все еще одинаково закутаны вековыми корабельными лиственными лесами, давшим этим чеченским возвышенностям имя Черных гор, в противоположность горам главного Кавказского и Андийского хребтов, постоянно одетых белою пеленою снега, писал Пота. Изучая исторический научный материал для написания данной статьи, мы также наткнулись на очень показательную историю об отношениях к мужеству и благородстве чеченцев того времени. Для нас, для всех, не является секретом, что чеченцы не только сами были превосходными воинами, но и проявляли благородство и великодушие в бою. Они не только сами сражались отважно, но и высоко ценили мужество у противников, и тому есть один очень показательный пример. Академик П.Г. Будков описывал историю, рассказанную ему лично Багратионом. Так вот, перед полковником Депейри была поставлена задача захватить шейха Мансура живым или мертвым и положить конец его призывам к объединению горцев Кавказа. Он со своей экспедицией 6 июля в 1785 году подошел с более чем 2000-ным отрядом к селу Алды и хотел застать их врасплох. Но алдинцеи узнали об этом и подготовились к обороне. В бою за Алды чеченцы сражались мужественно. Сам полковник Депейри был изрублен ими в куски, после чего весь отряд в панике разбежался. И только молодой 20-летний унтер-офицер не поднял руки и не сдался. За мужество и отвагу, проявленные им в бою, чеченцы его перевязали, положили на носилки и поплыли на другой берег Сунжи передавать его царским войскам. Видя, как чеченцы молча садятся в лодку, после того, как чеченцы положили раненого молодого унтер-офицера на берег Сунжи, и русские офицеры опознали в нем будущего героя Отечественной войны 1812 года князя Петра Ивановича Багратиона, один из офицеров не выдержал и спросил: «А как же деньги?» На что один из чеченцев обернулся перед самым отплытием и по-чеченски что-то ответил. Офицеры, провожая горцев взглядом через реку, прервали наконец-то тишину и спросили у переводчика Кумыка, что он сказал. На что Кумык-переводчик ответил: «Мы храбрецов не продаем и не покупаем». Так вот, история, которую мы хотим поведать, произошла 6 марта 1847 года и по описаниям непосредственного участника прапорщика егерского полка Полторацкого, стала следствием неудачной попытки нападения полковника Гюлинга на отряд Наиба Дубы. 26 февраля 1847 года полковник Гюлинг отправил в Аргунское ущелье 6 рот под командованием майора линейного батальона Аронова, которые должны были атаковать отряд Наиба Дубы, собиравшегося за Сунжу через Малую Чечню, но которые в результате сражения понесли большие потери в количестве до 80 солдат, в числе которых был и капитан Сухецекай. Меллер-Закамельский был страшно огорчен произошедшим и решил отомстить Дубе Вашендераевскому за нападение. Это и стало поводом для нападения на аул Мурцей-Эвла. Хотя в разных источниках пишется, что в этом бою был уничтожен и сожжен аул Дуба-Юрт, но в том году Дуба-Юрт еще не существовал. В 1847 году Наиб Дуба-Вашендераевский еще оказывал жесткое сопротивление захватчикам, а сам Дуба-Юрт будет основан только в 1859 году, в год пленения Шамиля, то есть через 12 лет после этого сражения. Кстати, к тайпу Вашандарой Дуба и его братья никогда не принадлежали, как ошибочно считают некоторые. Он был представителем тайпа Чинхой и, скорее всего, после смерти отца он рос и воспитывался у родственников по матери, в семье Чемка, сына Цейцы в ауле Вашандарой, вследствие чего и получил приставку Вашендераевский, означавшую место происхождения и проживания. И как описывает прапорщик Полторацкий, основной задачей той операции как раз-таки была поимка, и показательное наказание, скорее всего, подразумевается убийство Дубы Вашендераевского. Мурцей-Эвл лежал в устье выхода из Аргунского ущелья у Чехкаринских ворот, прозванных во Вторую русско-чеченскую войну уже Волчьими воротами в районе села Чехкар. Мурцей-Эвл был назван в честь основателя Мурце-Ай, оттуда видны были все близлежащие села, и там, на возвышенности, в случае опасности или нападения царских захватчиков зажигали сигнальный огонь, вызывающий подкрепление, откуда открывался прекрасный вид на окрестные села Улускерт, недавно сожженные царскими войсками Дутин, а также виднелись окраины Дачу-Барзой. В Мурцей-Эвл Наиб Дуба-Вашендераевский основал свою ставку для проведения военных операций против царских захватчиков,
потому что оно имело стратегическое и географическое положение, дающие преимущество при обороне. И ко всему прочему, село Мурцеевел после боев тоже было оставлено поселенцами вследствие набегов русской армии как село Игдутин. В селе Мурцей-Эвел был гарнизон, где собиралось ядро народного чеченского сопротивления во главе с Наибом Дубой-Вашандароевским. В народное ополчение входили представители почти всех тайпов Тукхума, Шуота и Шатоевского военно-политического сообщества, с горными и предгорными аулами Большой и Малой Чечни, аулами между реками Аргун, Мартан и аулами главной дороги из Атыги в Урус-Мартан. Все это входило в зону ответственности Наиба Дубы, возглавляемая им с 1843 года. В народном ополчении состояли и все сыновья Чимки из Вашандароя, Адул, Абург, Асма, Хасар, Сала, Элди-Эльбук. Отправляя сыновей на войну, Чимк сделал им наставление: «Не смотрите, как другие воюют, а пусть смотрят другие, как вы воюете». Итак, на рассвете 6 марта 1847 года было произведено нападение царскими войсками на Мурцей-Эвла. Надо отдать должное полковнику Меллер-Закамельскому. План нападения он разработал четко и тем самым смог обеспечить с учетом эффекта неожиданности, кажущуюся на первый взгляд победу. Но и горцы были не из робкого десятка, поэтому схватка получилась ожесточенной. В то время, когда 1-й и 3-й батальон Куринского полка окружили село с разных сторон, 2-й батальон, за исключением 2 рот, оставленных в резерве, ворвался в село по центру и началась резня. Люди еще крепко спали. Ружейных выстрелов послышалось 2-3, не больше. В ходу был в основном русский штык, без промаха и милосердия разивший виновных и невинных. Стоны умирающих, застигнутых врасплох, доносились со всех сторон и раздирали душу. Резня людей всех полов и возрастов совершалась в широком, ужасающем размере. В селе помимо мужчин находились также женщины, дети и старики. И соответственно они не успели подготовиться или отойти в безопасное место. Хотя Дубово-Шандароевский был заблаговременно предупрежден о грядущем нападении, из-за своей беззаботности он не поверил в это, возражая, что Миллер слишком хитрый человек, чтобы гласно собираться к нему в гости, и раз он об этом говорит, то это вернейшее доказательство, что никогда не дерзнет он показать свой нос в окружающие Наиба страшные трущобы. Как оказалось, Дубово-Шандароевский жестоко ошибался, и ценой его самоуверенности стали сотни жизней жителей Мурцей-Эвел. Как писал сам прапорщик Полторацкий, это было подло и омерзительно. Спазмы схватили горло, а слезы так и просились наружу. Вот она, неизбежная обстановка ремесла военного. В бою, честном и равном, нет убийства. Потому что, убивая, подвергаешь опасности в равной мере и свою жизнь, но тут. Я, не помня себя и зажмурив глаза, стремглав выскочил из этого душу раздирающего ада. Писал сам прапорщик Полторацкий. После того, как небо осветили несколько сигнальных ракет и предрассветную тишину нарушили оружейные выстрелы, сразу же жители Улус-Керт и окрестных аулов с другими участниками народного ополчения поспешили в Мурцей-Эвла на подмогу. В течение где-то часа полтора народные стражники из Аргунского ущелья Волчьи ворота настигли уже покидающие Мурцей-Эвл войска, не добившиеся нужного результата. Стало уже совсем светло, и войска отступили, понимая, что им надо пробиться теперь обратно, потому что уже массами и со всех сторон слетались к месту побоищей громадной толпы пеших и конных чеченцев. Подоспевшая подмога ударила в самый центр отступающих сил, после чего завязалась жесточайшая схватка. Осажденные озверели, как и другие чеченцы, видящие потери своих братьев и друзей, хладнокровно громили врага, откусывая кусок за куском от арьергарда. В арьергарде очень плохо. Подскакивая к полковнику, доносит один из его ординарцев. Затем опять несется ординарец с известием, что чеченцы со остервенением в шашки на арьергардные роты. Но не прошло и 5 минут, как затем прискакавший из арьергарда Ярцев докладывает барону, что в 1-м батальоне очень большие потери от холодного оружия и что 2 орудия уже были захвачены неприятелем. В селе находилось помимо военных чеченцев, 10% женщин и детей, так как эти женщины помогали готовить и стирать своим братьям и мужьям, которые вели тяжелые бои с царскими захватчиками. И соответственно, они не успели отойти в безопасное место, так как нападение было неожиданным, и те женщины, которые не успели отойти, с кинжалами в руках храбро сражались вместе со своими мужьями и братьями.
Вскоре все, кто мог в руках держать кинжал, собрались возле дома Дубы Вашендараевского. Осма дал указание Асаду и Абдуле не отходить от Дубы и, если понадобится, отдать жизнь за него. Но главное, с его головы ни один волос чтобы не упал. И в этот момент, когда Дуба, Осма и остальные воины разрабатывали план обороны и контрнаступления, вмешался брат Осмы Абарк со своим планом. Надо учитывать тот факт, что Осма не терпел таких дерзких поступков, сам по себе Осма был с тяжелым характером. Тем более в военном деле и все его братья безгранично его уважали и слушались. Но к Абаргу он относился попроще. Он в нем видел себя в молодости, горячий, отчаянный, дерзкий парень, со светлыми и ясными глазами и чуть светловатыми волосами, молодой человек лет 35, высокий, статный. Ему было дозволено все, если можно так сказать. Осма говорил всегда, что Абарг ему больше, чем брат. Абарг предложил Осме, чтобы ему дали 30-40 отчаянных парней для контратаки. Он объяснил Осме, если они атакуют сейчас, то у Осмы и остальных защитников села будет время перегруппироваться и дать конкретный бой, а не воевать, как попало. Плюс выиграем время для подмоги из окрестных сел. Осма понял, что Абарг дело говорит, если быть честным до конца, это было единственное правильное решение в этот момент. Но братья и все, кто там находились, в том числе и Дубов и Шандароевский, все понимали, что они идут на явную смерть. Враг их превосходил в десятки раз, не считая тяжелых орудий. Осма и его братья вместе со своим отцом Чимкой воевали против русских захватчиков с 1817-1818 годов. Но никогда Осма не был встревожен, как в этот момент. Из-за боязни потерять своего друга-брата, который никогда и ни в каких сложных условиях не горевал, было страшно. Но Осма должен был отдать этот приказ о контратаке, и он его отдал с напутствием своему брату и всем. Сегодня для нас наступил тяжелый момент, многие, может быть, не доживут до утра. Но мы должны выстоять ради свободы нашего народа и подрастающего поколения. После этих слов Абарг вскочил на своего скакуна и со своим отрядом ринулся в атаку. Этим маневром они рассчитывали дать перегруппироваться бойцам, и он добился результата. Абарг со своими орлами с диким криком «Аллаху Акбар», как лавина обрушился на врага. Враги от испуга побежали назад, но офицеры их разворачивали криками, что, мол, этих чеченцев, их не так много. Но испугавшего солдата невозможно было так легко развернуть. Абарг и его отряд прорубил большой брешь хорошо спланированного нападения русских офицеров. Но силы были неравны, и Абарг пал в этом бою, и весь его отряд стали шахидами, лишь нескольким удалось выйти из окружения живыми. Пока Абарг со своими всадниками крушили врага, Дуба, Осма и другие, собрав всех оставшихся женщин и детей, отошли в сторону горы Личинкорт, тем самым оставив село Мурцей-Эвл на некоторое время, быстро выстроили свои фланги, зажгли сигнальный огонь и с жестокой яростью напали на захватчиков. Подмога пришла быстро, уже к рассвету русские захватчики наполовину были перебиты, было захвачено несколько вражеских орудий, много лошадей и оружия, а сам Миллер спасся с одной ротой солдат. Были потери и среди нас, особенно среди женщин, которые дрались с врагом как волчицы. Говорят, они дрались с особым остервенением, и враг не почувствовал их слабость. Горцы были также разъярены и платили самую высокую цену за мщение. Видя всех их гнев, прославленный Куринский полк гнал во весь опор, пытаясь скрыться за стенами крепости Воздвиженской. Осма и остальные, опасаясь, что кровники безнаказанно смогут сбежать, ринулся в самую гущу событий, где получил ранение в упор выстрелом из ударного гладкоствольного ружья, называемого также капсюльным. Мощность удара была такой силы, что выстрелом выбила локтевую кость левой руки, и она торчала. В пылу ярости, не чувствуя боли, Осма вырвал кость из руки, потому что она мешала ему сражаться. Вследствие этого ранения он навсегда остался инвалидом, так как левая рука была неподвижна в локтевом суставе. Преследование продолжалось вплоть до левого берега Аргуна у подножия крепости Воздвиженская. Как отмечали даже наши враги, собственно военные способности народа были невелики, но этот недостаток с лихвою вознаграждался у него необыкновенной личной храбростью, доходившей до полного забвения опасности. Писал Пота. Грозный противник бежал не оборачиваясь, в жестоком бою, не прекращающемся и длящемся уже около нескольких часов, нес большие потери, вынося убитых и раненых много и все чаще и чаще. После сражения братья искали тело Абарга, которое нашли в окрестности бывшего села Дутин.
Он все еще сидел верхом в седле на блуждающем коне с чеченской шашкой в руке, о чем свидетельствовали многочисленные свидетели того события, которые насчитали у него свыше 20 ранений. До выселения Сталиным чечено-ингушского народа 23 февраля 1944 года там стоял памятник Абаргу. Вот так в бою отстаивали наши деды и прадеды свою свободу. В этом безжалостном бою участвовало очень много людей, и к нашему великому сожалению мы не можем их всех перечислить. Но несмотря на то, что мы не можем назвать их всех поименно в этом рассказе, тем не менее, они останутся истинными защитниками нашего многострадального народа и Отечества. После того, как прошло 12 лет после этих событий, Чимк, оставив свой земельный участок в центре родового села Вашандарой под строительство мечети, переселился вместе со своими сыновьями в Дубай-Юрт. Асма и семья погибшего в сражении Абарга поселились вместе с Чимком в Дубай-Юрт. Абдулла поселился в Улус-Карте, Сала в дачу Барзоя, Эльбук и Элди поселились по соседству с братом Чимка, Гонче, в Гойтах. Позже на том месте, где нашли тело Абарга, уже после возвращения из депортации в 1957 году по указанию Юнуса, сына Осми, его племянник Ацехалт с родственниками установили Абаргу памятник, который не сохранился до наших дней в результате событий последних двух чеченских войн. Общий контекст и достоверность данной истории подтвердил также Асмаев Офта, внук Юнуса, который также неоднократно слышал ее от деда. Так же, как известно, потомки Чимки Вашандараевского участвовали в защите своей родины от фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне. Более подробный источник Вашандарой Тайпан сайт. Публикация «Бой в Мурцей Эвла», 1847 год. Есть также старинное чеченское предание, что в древности ваштарайцы проживали в селении Шуюта. Согласно ему, в древности Тайп жил на своей родовой горе рядом с селением Шуюта. Но междоусобица с Тайпом Хаккой заставила по итогу Тайп Ваштарой переселиться в другие места. Суть конфликта толком неизвестна, и неизвестно, что сподвигло конкретно переселению ваштарайцев. Может, на то время Хаккой оказались более могущественнее, может, были другие причины. Есть также чеченские предания, что ваштарайцы были сильно связаны с орстхайцами-карабулаками, которые в свое время в силу своей воинственности враждовали по преданиям чуть ли вообще не со всеми соседними обществами, а на период Большой Кавказской войны оказали жесточайшее сопротивление царским войскам. По преданиям также известно, что после окончания войны орштхойцы наряду с другими чеченцами были высланы в Турцию как до сих пор непокорный элемент, причем орштхойцев выслали почти всех. Как писала также в своей статье историк И.Л. Бабич, после завоевания царскими войсками Кавказского края, орстхайцев-карабулаков выслали почти всех из-за производимых ими грабежей, убийств, нежелания платить подати и так далее. Источник И.Л. Бабич. Переселение карабулаков в Османскую империю в контексте российской политики на Северном Кавказе. Бытуют в чеченских преданиях, как мы уже говорили, и рассказы про конфликты орстхайцев-карабулаков и с соплеменниками. Касаемо тех же внутренних междоусобиц, надо вообще отметить, что в старые времена конфликты между чеченскими тайпами было нередкое явление. Порой эти конфликты доходили даже до случаев кровной мести и других столкновений. По сути, большой сплоченностью чеченские тайпы и тукхумы стали ярко известны на период Большой Кавказской войны против царских войск. До этих событий происходили нередко и внутренние междоусобицы. Самыми ярыми и кровопролитными междоусобицами были известны мелхинцеи, которые так же, как и остальные впоследствии, объединились и сами и со всеми на борьбу против царских войск. Чеченские общества хорошо сплотились в целом, когда пришел общий враг, и усилили тем самым свое могущество в десятки раз. Это было похоже на большое общее объединение волчьих стай. Хотелось бы также здесь отметить одну интересную деталь. По генетическим данным было обнаружено, что у Ваштары действительно, как и гласят чеченские предания, по веткам большие родственные связи с чеченским Тукхумом Арштхой, Орстхой, с конкретно родами Мержи и Цеечей. Об этом говорил чеченский ученый-генетик Пахрудин Арсанов. Канал Пахрудин Арсанов. Правда, данное видео уже удалено. Но что здесь интересно, друзья, если в названии Ваштары убрать начальную «в», то мы получаем Аштарой, что фактически равносильно тому же названию Арштхой. А как вы думаете, могла ли произойти трансформация Арштхой, Аштарой, Ваштарой?
Давайте теперь заодно также посмотрим и генетику Ваштары ЦЕ по другим данным. По чеченскому ДНК-проекту Chechen Nauvchi DNA Project Вашандароев ЦЕ показывают гаплогруппы L3, J2, G2 и другие. К примеру, в чеченском ДНК-проекте Вашандарой L3 это Ибаев, Шойпов, Дашаев, Байгиров, С. Амаев, Абдулхамидов и другие. Вашандарой J2 это Джирханов, Вацеаев, Гончаев, Арсаханов, Закаев, Хамсаев, Бубаев, Инаркаев, Асмаев, Арсанукаев, Хасаев, Муртазов и другие. Вашандарой G2 это Шахгирев, Мутушов, Тайсумов, Дибаев, Габаев, Исраилов, Сулейманов, Дакаев, Элимбаев, Сардалов, Исаев, Тисаев, Гайтукаев, Гайсултанов и другие. Касаемо G2, то Ваштары ЦЕ носители именно G2.1. Убедиться в этом вы можете, найдя Ваштары ЦЕ в таблице Family Tree DNA, GZ6552 G2A1 Y-DNA Project. Давайте заодно теперь проведем небольшой анализ. В чеченском ДНК-проекте, к примеру, мы видим Ваштары по гаплогруппе L3 ветки LY 145614. В данных Y-full LY 145614 в инфо увидим, что возраст образования ветки 622 года назад. В начале раздела «Образцы» Чечен. Чеченские корни. В чеченском ДНК-проекте, к примеру, мы видим Ваштары по гаплогруппе J2 и ветки JB, OI 1147, в данных Y-full JB, OI 1147 пока нет информации, но Family Tree DNA Discover Y-DNA хаплогрупп JB, OI 1147 сообщает, отцовская линия JB, OI 1147 образовалась, когда она отделилась от предка JY 3620 и остального человечества около 700 года до нашей эры. Предполагается, что человек, являющийся последним общим предком этой линии, родился около 200 года до нашей эры. Он является предком по крайней мере 5 потомков, известных как JY 7800, JY 30092, JB-OI 48095, JFT 199023 и JB-OI 91944. Было протестировано 285 потомков, и они указали, что их самые ранее известные предки происходят из России, Чеченская Республика, Российская Федерация, Россия, Республика Ингушетия и 12 других стран. А теперь внимание, в Чеченской Республике найдено 193 человека, в Чечне больше всех, в РФ найдено 44 человека, в Ингушетии найдено 11 человек, другие страны показали 37. То есть отцовская линия JB, OI 1147 без всяких сомнений имеет свое начало из Чечни и имеет чеченские корни. Таким образом и у Ваштары по J2 и ветке JB, OI 1147 чеченские корни, сомнений нет. По G2A1 у Ваштары ЦЕФ та же картина. К примеру, в чеченском ДНК-проекте Family Tree DNA, Chechen Nauvchi DNA Project видим по G2 есть, допустим, Ваштарой, Мамикгар, Венинекее, ветка, GZ 45048, в данных Y-full GZ 45048 в инфо увидим возраст образования ветки 247 лет назад, в разделе «Образцы» в самом верху видим Чечен. Чеченские корни. Или, к примеру, видим по G2 есть там, допустим, Ваштарой, Жамсаггар, Андинекее, ветка, GZ 45048, в данных Y-full GZ 45048 в инфо увидим возраст образования ветки 247 лет назад, в разделе «Образцы» в самом верху видим Чечен. Чеченские корни. Ну и так далее. Как видно, у ваштаройских G2A1 также сугубо чеченские корни и никакие другие. Кстати, есть еще один интересный момент. К примеру, у чеченца Шуанинцеа из тайпа Шуоной была обнаружена очень древняя G2A1. В чеченском ДНК-проекте один чеченец из Шуоной показал гаплогруппу G2 и ветку GFG C671, в данных Y-full GFG C671 в инфо увидим, что возраст образования ветки 5017 лет назад, в разделе «Образцы» в самом верху видим Чечен. То есть его G2A1 образован около 5017 лет назад, и у его G2A1 чеченские шуанинские корни. Они не грузинские, не осетинские, а чеченские, то есть и коренные очень древние G2A1 с чеченскими корнями по веткам. Интересная эта деталь.
То, что у чеченца из Шуоны не просто G2, а именно G2A1, убедиться в этом вы можете, найдя его в таблице Family 3 DNA GZ6552 G2A1 YDNA Project. Учитывая в целом все эти данные, мы допускаем, что возможно помимо других гаплогрупп и G2A1 когда-то видимо была обширно распространена у чеченцев и возможно G2A1, если говорить о Кавказе. А кавказской G2A1 также имеет корневую связь с чеченцами в своей основе. Мы не можем исключать также и то положение, что, к примеру, присутствие тех же G2A1 у других народностей Кавказа может иметь как раз чеченский след, то есть у других народов Кавказа вполне также могут быть и некоторые G2A1 именно с чеченскими ветками и корнями. При поступлении новых ДНК-тестов и исследований информация будет обновляться. Кроме того, следует добавить и то, что по G2A1 было обнаружено, что есть и коренной чеченец Акинице G2A1, причем он прямой потомок Вакхалана Пулада, предка многих акинцеев по акинским преданиям. Об этом поведал чеченский ученый-генетик Хусейн Чакаев. Источник – сайт Громос, статья «Чеченская республика, чеченцы, Тейпы, Айкки, Дарьяльское ущелье» принадлежало чеченцам Дударовым. Это все нам точно не оставляет сомнений, что помимо других гаплогрупп и G2A1 была когда-то обширно распространена у чеченцев. Кстати, у наиболее древнего народа, как раз по идее должно быть несколько гаплогрупп, а не одна, ведь из одной гаплогруппы через столетия появляется другая и так далее. Поэтому по идее у наиболее древнего народа, как раз по идее должно быть несколько гаплогрупп. Интересен здесь и осетинский вопрос. Мы много раз, конечно, его уже касались, но мы хотим все же рассмотреть разные версии этого вопроса. К примеру, есть чеченские предания, что дигорцы – потомки горных акинцеев, а также есть арстхойские предания, что некий известный в прошлом на Кавказе богатар, сыновья которого считаются предками алагирцеев, в осетинских преданиях был из сообщества Орстха. Источник – сайт Проза.ру. Статья Арште Каригов. Нарт Орстхайце Богатар, последний правитель Алании. Интересно в этом всем то, что дигорцы в осетинском ДНК-проекте Family 3 DNA, Asishin DNA Project в 80% случаев носители той же G2A1, а в арстхойском ДНК-проекте Family 3 DNA, Арстхой DNA Project помимо других гаплогрупп, к примеру у Тайпа CH также имеется опять же G2, ветки G, Y, 98210 и возраста образования 1300 лет назад, это чеченская G2, в данных Y Full G, Y 98210 в инфо в разделе «Образцы. Чечен». Чеченские корни, которые в то же время в осетинском ДНК-проекте показано у всех алагирцеев. Древо потомков Богатара сугубо носители G2A1. Правда, какие конкретно G2 у Орстхайцеев, так и непонятно. Однако, учитывая то, что Орстхайцеи по чеченским преданиям на 65% потомки акинцеев, то можно допустить, что у Орстхай те же G2A1, либо же можно допустить, что Богатар и его род мог быть связан и с акинцеями. Ко всему прочему, осетинский историк В. Абаев в своей книге писал, в осетинском имеются отложения, идущие из местных субстратных ефетических языков, родственных, по-видимому, чечено-ингушскому не прямо из ингушского или чеченского, а из какого-то их предшественника не как усвоенные из чечено-ингушского в осетинский или обратно, а как принадлежавшие тому местному языковому субстрату, на основе которого сформировались и чечено-ингушские и осетинские языки. Ряд схождений ведет от чеченского прямо к осетинскому, минуя ингушский. Мало того, некоторые из них связывают чеченский с западным, дигорским диалектом осетинского языка, минуя иранский. Все вместе это указывает на большую древность и глубину осетино-вайнахских связей. Источник В. И. Абаев. Осетино-вайнахские лексические параллели. 1959 год. Интересно и то здесь, что наибольшие схождения с чеченским выявлены в дигорском диалекте, что говорить может также и о том, что и соседи дигорцеев могли говорить на чеченском, а самые близкие дигорцеам это алагирцеи. А чеченский историк Хаджи Хизри в книге своей писал следующее: в осетинском языке сохранились все гортанные звуки чеченского языка, что еще раз подтверждает кавказское происхождение осетин и чеченский субстрат осетинского языка. Антропологический материал также доказывает, что осетины, балкарцы и карачаевцы такие же чистые кавказионы, как и чеченцы.
Источник Хаджи Кизрев. К вопросу о чеченцах в древности и средневековье. В целом, довольно интересные все это вещи. Надо и то добавить, что, конечно, у осетин по ДНК могут ветки показывать и осетинские корни, но как понять осетинские корни? Кем были осетины много тысяч лет назад? На каком языке говорили? Тут, наверное, не стоит забывать про в целом войнахский, но более близкий чеченскому языку субстрат, выявленный в осетинском языке самим же Абаевым. Кстати, кто не знал, Абаев – одна из очень распространенных и чеченских фамилий, причем она относится к старинным чеченским фамилиям. Совпадение здесь тоже, ну кто знает. Ваштар и Нохчин-Тайп, коренные чеченцы, такие названия как Вайнахи, Вейнахи, применять к данному тайпу не совсем корректно и не совсем правильно, как в целом и ко многим другим чеченским тайпам. Вообще сам по себе термин «вайнах», «вейнах» — это поздний термин, до него у всех нахчийских тайпов и тукхумов были названия Нахче, Нохчий, чеченцы. Военный историк Иоганн Бларамберг, описывая в своей книге чеченские племена в целом, пишет и про Шатой-Цеев, то есть Тукхум-Шатой, куда входит известный его тайп Ваштарой. Поскольку Ваштарой это все тоже касается, то приведем эти описания. Военный историк Иоганн Бларамберг пишет: 2 века назад чеченцы спустились с гор вследствие внутренних расприй и многочисленности населения. Независимые чеченцы занимают долины, вплоть до высоких сланцевых гор. Народонаселение чеченцев составляет приблизительно 86 тысяч душ, которые могут выставить от 9 до 10 тысяч вооруженных пехотинцев. Чеченцы высокогорья занимают северные склоны сланцевых гор Кавказа. Они делятся на несколько племен, главные из которых Ичкерин-Цеи, Чебуртли-Цеи, Шатой-Цеи, Шихой-Цеи, Нашхой-Цеи. Шатой-Цеи занимают высокогорные долины Кавказа и оба рукава Верхнего Аргуна. Их основные поселения следующие: 1. На Шарой-Аргуня, Хамудой, Химой, Буй, Куры, Бощи, Нуи, Салберине, Шели и Рыхой. 2. На Чанти-Аргуня, Халди, Хачерой, Хайрихой, Итом-Кале, Чанти-Атага, Уша-Кале, Гучхин-Кале, Башхен-Кале, Нешехой, Варандой. Народонаселение достигает 5000 душ, из которых 800 человек – воины. Все они пехотинцы. Кстати, интересно, что Бларамберг здесь Нешихой тайп Нашхой, Нашхой-Цеев относит к Шатой-Цеам. То есть Нешихой тайп Нашхой, Нашхой-Цеев относит как составную часть этого Тукхума. На сегодня Нашхой – это отдельный тайп, не входящий в Тукхумы. Далее он пишет: таковы племена горных чеченцев, которых мы очень плохо знаем. Мы знаем только то, что они населяют дикие места, частью покрытые лесом и почти недоступные. Климат здесь суровый, полеводство почти совсем не развито, скотоводство ограничивается несколькими стадами овец и коз, которые находят скудную пищу на отвесных скалах и в расщелинах. Они очень бедны и живут большей частью набегами на соседей. Занимаясь разбоем, чеченцы выработали определенное правило. Они стараются разузнать о благосостоянии каждой семьи казаков, живущих на линии. Поэтому, захватив пленника, они назначают сумму выкупа в соответствии с достатком семьи, к которой он принадлежит. Кроме выкупа, они заставляют заплатить и за пищу в тот промежуток времени, который узник был в горах, и за крышу над головой, и даже за цепи, которые он носил. Если один из этих несчастных был выкран несколькими чеченцами, то они делят сумму выкупа на равные части. Кормят они его по очереди все это время, что он находится в горах, или же поручают одному из них заботиться об узнике, а потом выдают ему вознаграждение за это. Тем не менее, не все их нападения удаются, как раньше, благодаря бдительности казаков с линии, особенно гребенских, которые бывают в курсе всех чеченских уловок во время их разбойничьих нападений. У чеченцев нет более князей, потому что в различное время они их постепенно искоренили. Управляются они по старинке, в соответствии с обычаями и некоторыми религиозными предписаниями. Они равноправные, предпочтение оказывают лишь тем, кто преуспел в набегах на соседей. Законы куначества и гостеприимства у этого народа соблюдаются строже, чем у других горцев. Кунак не позволит оскорбить своего друга на протяжении всего того времени, что он находится под его покровительством, и если он живет у него, то защищает его от грозящей опасности даже ценой собственной жизни. Чеченцы – хорошие стрелки и имеют хорошее оружие. Они сражаются пешими.
Их храбрость доходит до исступления. Они никогда не сдаются в плен, даже если один из них остается против 20. Тот, кого захватили врасплох по случайности или по недосмотру, покрывается позором, так же как и его семья. Воспитание, образ жизни и внутреннее управление у чеченцев такие, каковыми они и должны быть у отчаянных людей. Рассматривая эти воинственные республики в политическом отношении, во взаимоотношениях их с соседями, можно заключить, что наподобие других республик Кавказа, этот народ сохраняет дружеские связи и добрососедские отношения лишь с некоторыми пограничными племенами, чтобы иметь поддержку в случае необходимости. Но чеченцы отличаются от других полным отсутствием прозорливости, что и погубит их рано или поздно. Их соседи кабардинцы, ингуши, кумыки, лезгины считают их наиболее непримиримыми и лютыми врагами, так как этот народ до такой степени озлоблен, что не щадит никого и не думает о будущем. Прежде чем закончить описание нравов этого народа, мы коснемся одного обычая, который бытует среди всех горцев, но главным образом у чеченцев. Мы хотим поговорить об обреках. В аулах они самые опасные соседи, с ними всегда надо быть настороже, иметь руку на кинжале, то есть быть готовым тут же отразить нападение. Зато успех в бою всегда зависит от них. Это настоящие берсеркеры древних норманнов, которые, будучи в ярости, убивали своих товарищей. Подобные примеры безумного молодечества нередки среди горцев. Что же заставляет их приносить подобную клятву? Какие жизненные обстоятельства? Одни это делают, чтобы выделиться, другие – из-за бедности, третьи – вследствие какого-либо несчастья. Чеченцы – самые жестокие и дикие племена на Кавказе. Они воинственны еще более, чем лезгины. Наши войска никогда не могли покорить эти свирепые племена, несмотря на многочисленные экспедиции, предпринятые против них, и опустошения, которым неоднократно подвергались их земли. Чтобы удержать их в узде, генерал Ермолов учредил новую военную линию, укрепленную крепостями, главная из которых – Грозная на левом берегу Сунжи. Источник – книга Яган Бларамберг. Историческое, топографическое, статистическое, этнографическое и военное описание Кавказа.